انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجикистан. Здравствуйте, дорогие зрители! В нашем студии сегодня декан факультета русской филологии Икром Зоуда Хайом Икром. Добро пожаловать в нашу студию. Хотела бы узнать об факультете русской филологии. Сколько кафедр функционирует в вашем факультете и какие специальности специализируются в вашем факультете? Можете рассказать, пожалуйста? Конечно, спасибо за приглашение. На факультете русской филологии функционирует 3 специальности. Отрадно, что раньше 2 специальности только функционировали, а в этом учебном году открыли 3-ю специальность. У нас первая специальность – это русский язык и литература, которую я считаю, что в Таджикистане специалисты этой области очень востребованы. Они в основном работают в школах, в вузах, преподают русский язык. Вторая специальность у нас теория и практика перевода, где обучаются тоже очень хорошие студенты. И наши выпускники работают в разных сферах. А 3-я специальность, как я уже говорил, это называется иностранный язык, русско-английские переводчики. Мы будем готовить русско-английских переводчиков в этом году. Уже мы набрали студентов, группа функционирует. На факультете русской филологии работают 5 докторов наук, профессоров, 24 кандидатов филологических наук, кандидатов педагогических наук, которые составляют более 60% профессорского преподавательского состава нашего факультета. Все наши преподаватели ведут очень продуктивную деятельность. Ежегодно ими пишутся научные статьи, принимают активное участие в республиканских, международных конференциях, в разных конкурсах. А в конкурсах участвуют не только наши преподаватели, но и прежде всего наши студенты и магистранты. Ежегодно наши активные студенты участвуют в конкурсах международного уровня, в конкурсах республиканского уровня и занимают призовые места. Наши выпускники, они после учебы, после окончания университета работают в разных сферах. Это, как я уже отметил, прежде всего школы, вузы. Кроме того, многие наши выпускники сейчас работают в другие организации, в других министерствах. К примеру, вчера буквально мы пригласили одного нашего выпускника, который работает в Министерстве обороны Республики Таджикистан. Проводили мероприятия со студентами. То есть наши специалисты, наши выпускники очень востребованы в Республике Таджикистан, да и не только в Республике Таджикистан. За пределами. Да, и за ее пределами. И хочу отметить, что наши студенты тоже активно участвуют в реализации. Мы все знаем, что есть программа академическая мобильность студентов. Ежегодно наши студенты на 1 семестр, на 1 учебный год мы их отправляем в вузы, прежде всего Российской Федерации, но и не только. К примеру, в прошлом учебном году 3 наших студентов мы отправили в Литву на 1 семестр, о которых, кстати, литовские коллеги тоже положительно отзывались.
Сейчас одна студентка второго курса по этой программе находится в РУДН, тоже отправляет нам отчеты, то есть преподаватели и довольны сейчас там. В этом аспекте тоже наши студенты и наши преподаватели активно работают. Ежегодно, как я уже отметил, принимают участие в разных конкурсах. В прошлом году Пермский государственный научно-исследовательский университет проводил один конкурс, где принимали участие наши студенты, и двое из них удостоились. Огромное вам спасибо. Хотела бы узнать по поводу практики. Ваши студенты направляются вот куда именно на практику, на производственную практику? Можете рассказать? Да. Наши студенты на втором курсе, у них учебная практика, они проходят на базе факультета при кафедрах. На третьем курсе у нас у переводчиков производственная практика. Они отправляются в комитет языка и терминологии при правительстве Республики Таджикистан, а также у нас имеются договора с центрами переводов, тоже туда отправляются. А студенты другой специальности, русский язык и литература, мы их отправляем в школах. Они где проходят практику. У нас есть договор с несколькими школами и с нашим лицеем. Они туда отправляются на практику. А на четвертом курсе у некоторых есть тоже педагогическая практика. Они тоже отправляются в школах. И есть преддипломная практика. Эта практика проходит при факультете. Огромное вам спасибо. Вот ваше пожелание именно студентам, которые поступают, можете вот пожелать им, пожалуйста? Да, конечно. Мы все знаем, что знание иностранных языков теперь является обязательным. И те абитуриенты, школьники или студенты, которые будут выбирать наши специальности, я думаю, что им повезет, потому что это уже обязательно. Студенты должны знать, специалисты, будущие специалисты должны знать русский язык, английский язык или другие иностранные языки. Поэтому, если они поступают к нам на факультет, я думаю, что им повезет. А также на факультете, как уже было отмечено, работают очень хорошие преподаватели, высококвалифицированные специалисты, и которые имеют очень хорошую методическую базу, учебно-методическую, и готовы принимать и преподавать, вести занятия и подготовить их на очень хорошем уровне. Огромное вам спасибо за подробную информацию. Дорогие зрители, до новых встреч! انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان.